прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Кровавый бунт в таджикской тюрьме. Колонии номер 3/2. Итог: 32 убитых, 3 охранников и 29 заключенных, а также 35 задержанных. По официальному сообщению Управления исполнения наказаний подняли бунт осужденные сторонники запрещенных террористических и экстремистских группировок, в том числе исламского государства. Обо всем по порядку. Нушурван Арипов. С утра неподалеку от колонии собираются десятки родственников заключенных. Люди приходят сюда, чтобы выяснить судьбу своих близких. Дело в том, что нет списков тех, кто поднял бунт, и нет списков убитых. Поэтому люди просто здесь собираются, чтобы узнать хоть какую-то информацию. Близко к колонии их не пускают. Все собираются примерно в нескольких сотнях метрах от ворот тюрьмы на проезжей части. Сюда пришли в основном женщины, сестры, жены и матери заключенных. Многие плачут. Они уверены, что погибли именно их близкие, а сотрудники тюрьмы скрывают правду. Погиб племянник или он живой, мы не знаем. Обещают, что если будем ждать дома, то выдадут тела. О, братик мой, братик. Кому мне высказать свою боль? Боже, кому? Приехала в тюрьму на свидание, а тут такое. Знаю, что вечером был бунт и все. Официальная версия произошедшего опубликована пресс-службой Главного управления по исполнению наказаний на властном новостном портале Ховар. Комментариев журналистам в управлении тюрем не дают. Согласно официальным данным, накануне группа заключенных, речь идет о сторонниках исламского государства, подняли бунт и убили 3 охранников тюрьмы и несколько известных в стране заключенных. Зачинщики – Бехруз Гулмурод, сын бывшего полковника таджикского ОМОНа, а после полевого командира ИГИЛа Гульмурода Халима, экстремисты Фахреддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов. Члены упомянутой группы вначале зверским способом нанесли ножевые раны 3 сотрудникам исправительного учреждения: майору Муродову Бурхониддину, майору Халимову Абдуджабору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли. Затем освободили находящихся в штрафном изоляторе 8 других заключенных, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство». После этого с целью устрашения заключенных они зверским способом нанесли ножевые ранения 5 заключенным, в том числе Саиду Киюмиддину Гази, Каримову Саттору Самадовичу, Махсуми Саттор, и Сатторову Саид Махдихону, Шейх Тимур, лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных. Убитый Саид Киомиддин Гози, известный в 90-е годы таджикский священнослужитель и оппозиционер, в прошлом году был приговорен к 25 годам заключения за призывы к госперевороту. Саид Махдихон Сатторов прославился тем, что объявил себя новым пророком, приговорен к 16 годам тюрьмы за захват земли и многоженство. Саттор Каримов, один из основателей запрещенной в Таджикистане Исламской партии Возрождения, также казнен бунтовщиками. Когда бы шли переговоры, просили, что они хотят, они бы высказались. Здесь, что бы ни говорили власть, многие не поверят. И поэтому единственный метод, когда люди на 100% будут верить, это открытости этих вещей. В ноябре прошлого года в другой колонии Таджикистана вспыхнул бунт. Тогда погибли 13 человек. После с должности сняли главу управления исполнения наказаний и назначили нового. Задача была навести порядок в таджикских тюрьмах, но, видимо, не получилось. Это итог того, что все-таки объявляется реформой в этих органах, а она не делается. Изменение, она такая... Поменяют 1, 2, 3 человека, посадят нескольких, 5 степенных людей, и на этом думают, что это реформа. Курбонгул Джамолова пришла к тюрьме, чтобы узнать, не пострадал ли ее племянник, осужденный по статье терроризм. Она его вырастила, и молодой человек был единственным кормильцем в семье. Кто теперь обо мне позаботится после всего произошедшего? Кто? Сотрудники правоохранительных органов призывают родственников расходиться по домам. О том, если в их семье погибшие, им должны сообщить по месту жительства. То есть они должны находиться дома и ждать участкового милиционера и председателя сельсовета. А вот когда и выдадут ли им вообще тела близких, неизвестно. По последней информации, власти уже передали тела нескольких погибших родственникам. Среди них и Саттор Каримов, член Высшего политсовета запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения. ОЗОДИ сообщает, что власти приказали родственникам как можно скорее похоронить тело убитого оппозиционера.
В свою очередь, таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, сообщают, что во вчерашнем бунте Сатур Каримов выступал переговорщиком между бунтовщиками и администрацией тюрьмы. Он якобы имел авторитет аксакала среди заключенных. Но по информации властей, бунтовщики убили его и других известных заключенных ради устрашения. Кардинальное расхождение версий произошедшего, в свою очередь, заставляет экспертов по-разному толковать события в багдадской тюрьме. Таджикский исламовед Рустам Азизи считает, что между политическими оппозиционерами из партии Исламского Возрождения и экстремистами из ИГИЛ существуют фундаментальные противоречия. Еще в начале 2000-х, когда большинство из этих течений и группировок не были запрещены, и они функционировали, открыто занимались призывом к своей идеологии, очень часто наблюдались именно стычки между тогдашними салафитами-джихадистами и представителями политического ислама, которых представляли запрещенные ныне в Таджикистане ПИФТ. И, естественно, подобные ненависть или неприязнь можно наблюдать и в глобальном масштабе. Особенно это актуально в случаях, когда в особых экстремальных ситуациях, это в местах лишения свободы, в случае боевых действий и так далее. Естественно, представители этих разных полюсов идеологии исламистов могут действительно применять насилие и быть очень нетерпимыми по отношению друг к другу. Политолог Андрей Сиренков, в свою очередь, считает, что убийство членов ПИФТ сторонниками ИГИЛ опровергает ранее выдвинутые властями Таджикистана обвинения в адрес партии Исламского Возрождения. По его мнению, периодические бунты в таджикских тюрьмах должны насторожить руководство республики. Не было ли там целью вообще всего этого восстания устранение конкретных людей? Проще всего там каких-то людей убрать физически, провоцировав вот такого рода беспорядки, а потом в ходе беспорядков этих людей уничтожить. Здесь версии такие тоже не исключены. Конечно, безусловно, я не исключаю того, что вот эта версия, которая озвучена силовиками официально, о том, что текиловцы уничтожили и сторонники убили этих людей, да, но это показатель того, что на самом деле фактически рахмоновская пропаганда врала, когда говорила о связях людей ПИФТ с людьми из ИГИЛ. Судя по этим убийствам, для сторонников ИГИЛ ПИФТ это опаснейший соперник, опаснейший враг. Мятеж в Худжане тоже, по-моему, списывали на сторонников ИГИЛ. Теперь в Багдаде мятеж, да, тоже списывают на сторонников ИГИЛ. То есть сегодня получается так, что вот если верить официальной информации, фактически сегодня сторонники ИГИЛ оккупируют колонии. Таджикские тюрьмы становятся своеобразными академиями джихада, где происходит радикализация заключенных, в том числе и по причине жесткого тюремного режима и различных притеснений в отношении осужденных.